Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах. Альхамдулиллах. Вассалату вассаляму аля расулиллах. Кардашлык, уроки братства. И мы с вами вчера говорили о том, что братство в исламе, только это братство останется. Ибо судный день, все связи, которые соединяли людей между собой, пусть это будут кровные, имущественные, финансовые, какие-то, у кого-то карьера кого-то соединила, какие бы идеологические, может быть, они придерживались одной идеологии, одной партии, неважно. Если они не дружили, не любили друг друга ради Аллаха и не были на пути истины, неважно, кто это. Какая бы близость ни была, мать, сын, дочь, родные братья, муж и жена, которые прожили всю свою жизнь вместе, они все станут врагами. Аль-ахилляу, все любящие друг друга друзья, яума идин ба'духум ли ба'дин гаду. В тот день, то есть судный день, они станут врагами друг для друга. Илля аль-муттакин, кроме тех, которые были богобоязненны. Поэтому только дружба ради Аллаха, только братство в Аллахе, филляхи, только это останется дружбой и в судный день. Сегодня остановимся на нескольких аятах. Суратуль Худжурат. В этих аятах Всевышний рассказывает нам о братстве мусульман, о наших отношениях, как мы должны относиться друг к другу и как мы не должны относиться друг к другу. Это суратуль Худжурат, начиная с 10 аята, 11, 12 аяты. Можно еще дальше и 13 аят сюда включить. 14 аят можно включить. Всевышний начинает 10 аят, говорит: «Ауду билляхи минаш шайтанир раджим, иннамаль му'минуна ихва». Воистину верующие му'мины являются никем иным, как братьями. Они только братья. Ихва, они братья. Все верующие братья. Фа-аслиху байна ахавайкум. Поэтому Аллах приказывает нам: примиряйте братьев, байна ахавайкум, между братьями. Если шайтан добился своего, и между братьями вместо любви, дружбы, вместо теплых чувств образовалась какая-то вражда, враждебные чувства по разным причинам. Инна шайтана янзагу байнакум. Аллах говорит: шайтан сеет вражду между вами. Ему не нужно братство среди мусульман, ему не нужна дружба мусульман, любовь друг к другу. Поэтому он всегда будет выжидать свою очередь, чтобы что-то закинуть, подлить масло в огонь, чтобы наша дружба, наше братство разрушилось. Ему некуда спешить, у него до судного дня время есть. Поэтому он занимается своим делом. И очень часто среди братьев происходят фитны. Появляются какие-то сомнения друг в друге, какие-то предательства, и это разрушает наше братство. И вот поэтому Аллах говорит: верующие являются никем иным, как братьями. Они только братья. Фа-аслиху байна ахавайкум. Поэтому примиряйте, если есть проблемы, решайте эти проблемы, примиряйте между братьями, байна ахавайкум, между вашими братьями. Ваттакуллах. И будьте богобоязненны, ла'аллякум турхамун. Быть может, тогда вы будете помилованы. Поэтому вот в этом первом аяте Всевышний призывает нас принять друг друга братьями. Мы братья. Неважно какой национальности, неважно
неважно даже какого масхаба, да, там, это наш масхаб, а это не наш масхаб, там, куда-нибудь на Кавказ поедем, ой, тут не наши, да, но у них шафиитский масхаб, никуда не денешься, да, там, в Мекке хамбалитский масхаб, но все это наши братья, да, и мы для них братья, да, поэтому Аллах Тааля говорит, примиряйте, и аль-исляху дат аль-байн, это такая очень актуальная тема и очень интересная тема, да, аль-ислях датуль байн, то есть примирение между двумя сторонами. Когда происходят какие-то ссоры, обиды, когда разрываются отношения братские между мужем и женой, между родными, одно из самых величайших видов садака, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, афдалю садака. Самая лучшая садака это что? Аль-исляху дат аль-байн. Когда ты идешь и примиряешь братьев. Ты знаешь, что они всегда были вместе, но что-то случилось, что-то они не поделили, какая-то фитна произошла, и сейчас они не общаются, не встречаются, избегают друг друга. И вот здесь, если кто-то бисмилля берет на себя эту нелегкую обязанность, да, потому что на самом деле это нелегкая обязанность, но нелегко давать самый лучший вид садака. Это лучший вид садака, когда ты примиряешь между братьями, между отцом и сыном, между матерью и дочерью, когда можно даже обманывать. То есть даже можно приврать. Там мать поссорилась с дочкой, никто никого не хочет видеть, а ты идешь к матери, ну, к твоей сестре, например, и говоришь, да я вот что-то с твоей дочкой встречался, с племянницей, она все равно раскаивается, хотя ты не видел в ее словах там раскаяния, да? И наоборот, там, я с мамой встречался, она скучает, она все равно твоя мама, ну, немножко даже приврать можно. То есть шариат – это истина, говорить правду в глаза. Но если у нас стоит высшая цель примирить стороны, даже эта основа, она разрушается. То есть даже можно приврать, чтобы снова примирить две стороны, обе стороны. Поэтому Аллах говорит, фааслиху байна ахвайкум. Дальше Всевышний говорит, я юхаллазина аману, о те, которые уверовали, ла ясхар каумун мин каум. Пусть один народ, это может быть целый народ, это может быть граждане какой-то страны, это может быть представители какой-то нации, русские, татары, арабы, турки, таджики, узбеки, да? Это может быть какое-то племя внутри народа. Например, у арабов были хурайшиты и другие, да? И вот Аллах говорит, пусть один народ не насмехается над другим народом. Нельзя. Всевышний сделал запретным, это категорический запрет, когда один народ начинает издеваться, унижать, насмехаться над другим народом. То есть никто не дал права представителю ни одной нации, как бы он себя ни считал там главным, да, они не имеют права насмехаться, издеваться, унижать другие народы. Ля ясхар каумун мин каум. Пусть один народ не издевается, не унижает, не оскорбляет другой народ. Аса. Аллах говорит, быть может, мы же всего не знаем. Мы многого не знаем. И поэтому Аллах говорит, аса айякуну хайрам минхум. Быть может, тот народ, над кем насмехаются, он лучше, чем тот, кто насмехается. Может быть, этот народ думает, что он самый умный, самый лучший. Как некоторые народы, они же думают, что они избранные, да? Хотя Аллах сделал их избранными не потому, что они умнее. Аллах дал им пророков. Пророки, много пророков было среди них. Но это не дает повод считать себя лучше и оскорблять, унижать других. Поэтому Аллах говорит, пусть один народ не издевается над другим, ибо, быть может, этот народ лучше, чем этот народ.
Поэтому они считают себя, например, высокомерной. Он почему кичливо так, горделиво относится к другому? Он же думает, что он самый лучший. Да? Но он же не знает, кто на самом деле лучше. Поэтому кибр, высокомерие, присуще только одному. Кому? Только Аллаху. Только Аллах лучше. Поэтому аль-мутакаббир — это имя Аллаха. А если кто-то решил взять на себя как прерогатива, да, Аллаха, тогда у него будут проблемы с Аллахом. Аллах унизит его. Валя ниса мин ниса. И Аллах продолжает. И пусть одни женщины не издеваются, не унижают других женщин. То есть одна группа, одна каста женщин пусть не насмехаются над другими женщинами. Аса айякунна хайрам минхунна. Быть может, эти женщины, кого унижают, они лучше, чем эти. Аллах знает лучше. Поэтому Аллах не дал никому. И касаемо женщин, Аллах Тааля отдельной статьей подчеркивает, да, что женщинам тоже не следует, одним женщинам, издеваться над другими. Уаля, Всевышний дальше. И вообще считать себя лучше только за то, что ты представитель какой-то национальности, какого-то государства, какого-то народа, считать себя лучше, чем только за это проблема. Это проблема с Аллахом. Аллах унижает таких. Поэтому, наверное, самый лучший пример в Коране, когда Аллах не дает права ни одному народу, увидев там свою армию, свою силу, свою мощь, свою численность, да, Аллах Тааля не дает права унижать маленькие нации, маленькие народы. Это самый лучший пример, это встреча двух царей в Коране. Царь номер один, самый великий, самый сильный, самый мощный, самый большой армии не только того времени, а в истории человечества. Это кто? Царь Соломон, Сулейман алейхиссалям. Он когда делал дуа, он сказал: «О Аллах, дай мне такое царство, примеру которого, чтобы не было в истории никогда и никогда не будет». И Аллах принял его дуа. Аллах дал ему такую армию, которую история не знала и которую никогда не узнает. Один джин мог победить все армии, а у него их сколько было, они дрожали перед ним, перед генералом, да? Поэтому Аллах ему дал. И когда он шел, путешествовал со своей армией, огромной армией, он встретился с самым слабым на земле, но королем, царем. С кем? Муравей. Он встретил муравья, который также переживал за свой народ, также имел авторитет своего народа. И когда он услышал его слова, вот этого царя, а он же понимал: «Аюханнамля, о муравьи, быстрее прячьтесь по своим домам, убегайте, ибо царь Соломон идет, он даже не почувствует, сейчас всех погубит». Ну, они же даже не увидят его, да? Ой, там прошли, долина муравьев была, да? Они даже не увидят. Они огромные, они сильные, они мощные. Но Аллах остановил его и заставил услышать его слова. И когда он увидел вот это переживание царя за свой народ, как он там кричал, этот муравей, быстрее, потому что он понимал, что муравей против царя не пойдет, против Сулеймана. Там бесполезно. Самое главное, сейчас надо прятаться под землю. И он, когда увидел эти слова, Аллах как говорит? Он засмеялся, он улыбнулся в знак уважения, и он остановился, он не стал их уничтожать, истреблять. Поэтому у каждого царя, у каждой нации, у каждого народа есть свое достоинство, свои преимущества. Это Аллах Тааля дал. И поэтому нельзя одному народу унижать, издеваться над другими народами и считать себя лучше. И дальше Всевышний говорит: «Валя тальмизу анфусакум». Не обижайте самих себя.
Вот сейчас кто-то может спросить, да, а как человек себя обижает? Он других может обижать, а себя-то любимого не обидишь. И вот как раз ученые муфассиры говорят, почему Аллах сказал, не обижайте себя. Когда вы обижаете братьев, это равнозначно тому, что вы себя обижаете. لا يؤمن أحدكم ما يحب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Никто из вас не уверует, пока не пожелает того же блага для своего брата, чего же желает себе. И также другой момент еще, когда ты оскорбляешь, унижаешь кого-то, ты вынуждаешь Аллаха унизить тебя. Так же получается. Когда я, чувствуя за собой силу, может быть превосходство в чем-то, я смею унизить того, обидеть того, кто ниже меня силой, то получается, я вынуждаю Аллаха Всесильного унизить меня за то, что я его унизил. Поэтому, как Аллах говорит, не мы были несправедливыми к ним, а они сами к себе были несправедливы. Поэтому грешник, злодей, тиран, который обижает других, он обижает себя. Потому что Аллах вынужден будет его унизить. Поэтому Аллах говорит, «Валя тальмизу анфусакум». Аллах не говорит, не обижайте других, а не обижайте себя. Аллах говорит, ты же сейчас себя обидишь, потому что мне придется тебя обидеть за то, что ты его обидел. «Валя тальмизу анфусакум». «Валя танабазу биль алькаб». И не давайте друг другу оскорбительные прозвища. Какие-то прозвища. Это речь не идет сейчас о например, там у арабов был там Абу, да, Абу Фулян, Абу Хурайра. Тут нет никакого издевательства. Там или по отцу, или по сыну, там Ибн Фулян, Абу Фулян, да. Можно там жене Матурым говорить, да, детям там Джимишим говорить, или там Алмашубым, да. Вот. Но друг другу можно, там зайка моя, там или еще, да. Но если в наших прозвищах, обращениях есть унижение, это проблема. Аллах говорит, не называйте друг друга прозвищами всякими. Эти те, а эти те, да. Вот Аллах Тааля запретил это, биль аль-каб. И Аллах говорит, би салисмуль фусуку ба'даль иман. И как скверно называться нечестивцем после имана. Ты же стал мусульманином, ты принял ислам, ты му'мин. И после того, как ты стал му'мином, ты стал нечестивцем. И Аллах говорит, как же скверно, бигрек ямсис, как скверно называться нечестивцем после того, как ты принял ислам, принял иман. Вот поэтому Аллах Тааля предупреждает, чтобы мы не оскорбляли друг друга, не унижали друг друга, не обижали самих себя, обижая других, и не давали друг другу прозвища. «Уамен лам ятуб», и Аллах говорит, предупреждает, а тот, кто не раскается, не покается от того, что перечислил Аллах, «Фауляика хуму залимун», они все будут залимы, то есть несправедливыми. Дальше Всевышний говорит, «Я юхаллазина аману», 12 аят. «О те, которые уверовали, иджтанибу», остерегайтесь, сакланыгыз. Чего? Кафиран миназзан, большинства предположений. Зан. Что такое зан? Когда у тебя нет доказательств. Точно ты этого не знаешь, но у тебя есть предположения. Ты просто предполагаешь. Вот ты думаешь, что это, наверное, так. То есть у тебя нет доказательств. Например, на улице ты увидел брата, ты его знаешь. Он там разговаривает, смеется с какой-то сестрой, но это не его жена. И шайтан приходит к тебе и говорит, а с кем это он там шутит, смеется, разговаривает? Это что? Как он себе это позволяет?
я же жену-то знаю его, они там соседи наши, или там в школе вместе учат. Так это его родная сестра, ты никогда ее не видел. Это родная сестра. Но зан, что делает с нами? Предположение. Дурные предположения. Мы начинаем думать, а может быть это, а может быть так. Или там брат какой-нибудь идет там ночью по деревне там, с мешком каким-то. Может он там по сиротам раздает гостинцы какие-то, а ты там подумал, он, наверное, с колхоза что-то ворует, да? Или там еще что-то. То есть предположение. Как его звали? Не Омар ибн Абдул-Азиз. Абдулла ибн Мубарак, по-моему. Он сказал, если увидишь в своем брате что-то неладное, да, найди для него 70 оправданий. Не 7, а 70 оправданий. Вот ты увидел в брате, ну, что-то не то, да, что-то греховное, может быть. Вот найди, сейчас сядь и вместо того, чтобы обвинить его, да, вместо того, чтобы подумать о нем плохо, найди своему брату 70 оправданий. Если не сможешь найти, ищи проблему в себе. У нас, брат, вот, к сожалению, такого нет у нас. Мы там что-нибудь услышим, где-нибудь увидим, откуда-нибудь приходит от сороки, даже не знаем от кого, да, какая-то весть про нашего одного брата, да, и начинаем, да ладно, Аллаху Акбар, пусть Аллах наставит его на путь истины, да, если ты своими глазами увидишь, 70 оправданий должен найти, да, а если не нашел, 60 всего нашел и все, да, все, значит, проблема в тебе, он сказал. Поэтому, кто из ученых сказал, если, говорит, я увижу брата, как он сказал, который поднимется на гору и скажет, я ваш Господь наивысочайший, я подумаю, что он читает суру Назигат, слова фараона, да? Вакаля роббукум, как? Ана роббукумуль агля, фахашара фанада, то есть он собрал весь народ и превозгласил, «Ана роббукумуль агля», «Я ваш Господь наивысочайший». То есть, если он скажет, соберет народ и скажет, «Я ваш Господь», то я подумаю, что он суру Назигат читает. Суру Назигат читает. Поэтому, вот, к сожалению, дорогие братья, очень мало в нас вот этого качества, когда ты пытаешься оправдать. Вот себя же мы любим оправдывать, а? Когда кто-то насихат нам начинает делать, мы там начинаем, ну, понимаешь, брат, вот это немножко не так, как ты подумал, да, это вот так. Вот насчет братьев надо научиться оправдывать их. Нужно их оправдывать, нужно находить, придумывать что-то, чтобы оправдать, потому что это твой брат. Поэтому Аллах говорит, «Иджтанибу кафирам миназзан», остерегайтесь предположений. Предположений, это твои предположения, у тебя нет доказательства. И Аллах Тааля дальше говорит, «Инна ба'да занни исм», ибо в некоторых зан, предположениях есть грех. Есть грех. Твои предположения оказались ложными. Ты ошибся, и ты взял на себя огромный грех. Ты обвинил своего брата в преступлении перед Аллахом. Поэтому это большой грех. Зан, это шариат, даже есть такой вид поклонения, хусну занни билля, хорошо думать об Аллахе. Даже когда что-то тебя постигает, ты не должен это брать, как будто Аллах тебя наказывает. Может быть, ты должен сказать, нет, это не Аллах меня исправляет, Аллах мне что-то подсказывает, Аллах меня подправляет, Аллах меня останавливает от чего-то. Вот это целый, этот хусну занну билля, даже целые книги есть про это. Даже про Аллаха ислам учит думать только хорошо. Ты видишь, там один брат, казалось бы, он богобоязненнее тебя, машалла, но его постигают испытания, ему тяжело. И кто-то начинает думать, субханаллах, если такой богобоязненный брат, если Аллах и его так наказывает, так что нам делать, да? Это наущение шайтана.
Больше всех Аллах давал самые тяжелые испытания кому? Пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что он был самым лучшим. И Аллах дал через эти испытания самую высокую степень ему. Поэтому даже про Аллаха хуснуззан, то есть хорошее, нужно думать только хорошее. И Аллах же сказал, как раб обо мне будет думать, я буду таким. Если он скажет, что Аллах прощающий, Аллах будет прощать его. Он скажет, Аллах всегда милостивый, Аллах всегда будет проявлять милость. А если кто-то будет стучать по груди, Аллах несправедливый, Аллах там наказывает, Аллах будет его наказывать. А от этого Аллаху плохо не станет. Так ведь? Поэтому Аллах говорит, пусть люди что хотят обо мне думают. Вот что они обо мне будут думать, я таким буду. Поэтому даже про Аллаха су'уззон нельзя делать. И про братьев Аллах Тааля запретил. Дальше Всевышний говорит, «Валя таджассасу», не шпионьте друг за другом. Шпион — это тот, который выискивает недостоинства братьев, а их недостатки. И когда начинаешь выискивать недостатки, конечно, ты найдешь. В каждом из нас есть недостатки. И поэтому пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, «Ля таттаби'у ауратиль му'минин». Не следуйте за ауратами мусульман, верующих. То есть следовать за аурат. Аурат — это что? Есть аураты в нашем теле. Это срамные места, которые нам стыдно показать. Но есть аураты в нашем нраве, в нашем образе жизни. Так ведь? И вот посланник Аллаха предупреждает нас. Не следуйте за аурат, не ищите недостатки мусульман. Ибо тот, запомните, кто начинает искать аураты мусульман, Аллах возьмется за его аураты. Аллах начнет искать его аураты и опозорит его, даже если он будет сидеть у себя дома. Он никуда не будет выходить, просто сидит дома, но если Аллах взялся за него, за его недостатки, Аллах выявит его недостатки, он сам дома сидит, но весь мир будет говорить о его недостатках. Почему? Потому что он посмел искать недостатки верующих. Поэтому мы должны искать достоинства братьев, оправдывать друг друга, а не искать аураты. Поэтому Аллах говорит, «Ля таджассасу», не шпионьте, не шпионьте друг за другом. «Валя ягтаб ба'дукум ба'да». И не злословьте ба'дукум ба'да. И пусть одни из вас не злословят о других. То есть гайбат. Когда за спиной брата ты говоришь 100% истину, но ты говоришь неладное. Ты говоришь не про его достоинство, а про его грехи, про его недостатки. Да, ты увидел недостаток брата, но это не значит, что ты должен об этом говорить. Поэтому Аллах говорит, не злословьте за спиной друг друга. «Аюхиббу ахадукум айякуля лахма ахихи майтан факарихтуму». Неужели вы хотите, вы любите мясо умершего братья? Айякуля ляхма. То есть поедать мясо усопшего брата. Неужели вы это любите? Нормальный, здоровый человек, поедать мертвого брата мясо, это, конечно, самое страшное. И поэтому Аллах говорит, факарихтуму. Жирянесіз бит. Вы же брезгаете, вам это неприятно. Вот поэтому, когда один мусульманин начинает за спиной своего брата злословить о другом мусульмане, он поедает мясо умершего брата. Факарихтуму. Вот такуллах. И Аллах говорит, бойтесь Аллаха. Бойтесь Аллаха. Инна Аллаха тауабур рахим. И знайте, Аллах тауаб. Он принимает покаяние. Кайтесь от этих дел. И он милостивый. И он милостивый. Субханак Аллахумма ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля ант. Астагфирука ва атубу илейк.